виноват или кто не виноват. Вопрос в том, кто это делает и почему делает. Мы имеем власть с помощью церкви или для того, чтобы изменить, по их мнению, политику церкви, надо снять католикоса и назначить нового католикоса. И вот для этого организуются вот такие шоу, и с помощью вот этих столкновений они хотят добиться того, чтобы католикос подал в отставку. И я бы сказал, не то, что существует опасность, а уже общество в Армении и вообще армянство разделено на несколько лагерей. И по сути, если мы можем сказать, что в Армении идет холодная гражданская война. И то, что вчера произошло возле церкви Святого Ишмиадина, это то, о чем я только что сказал. Идет холодная гражданская война, и премьер-министр Пашинян выступает такими идеями, что вот идет геополитическое разделение. Вот церковь, она как бы представляет одно крыло геополитики, что, естественно, не так, а он хочет освободить Армению от влияния России. Да? Вот это то, что говорит он, и то, что говорят его сторонники. Думаю, что другого выхода у премьер-министра нету. Он готовится к выборам 2026 года, и это вопрос выживания для него. И вот церковь — это как бы главное вот событие, с помощью чего он может показать свою власть. Если он сможет сместить, скорее всего, католикоса, он этим хочет показать, что у него полное влияние в обществе и вообще в стране. Потому что церковь — это по сути, единственный институт, на которого у него нет влияния. И та часть общества, для которых вот премьер-министр и его идеи, его политика неприемлема, они как бы уже защищают церковь, защищают католикос. Это как бы главный бой перед выборами 2026 года. Я не думаю, что премьер-министр отступит. У него нет другого выхода. Он должен идти до конца. Несложно сказать, чем завершится, но это все надо рассматривать в логике будущих выборов, которые 2026 года. А чем завершится, я не знаю, но мы должны четко понять, что вопрос не в церкви, а идет политическая борьба.